Добрый день, дорогие учителя! Сегодня мы хотим вас познакомить с упражнениями и приемами, которые направлены на развитие навыков чтения у учащихся начальных классов. Беседа об авторе произведения – очень важный этап урока, так как он помогает читателю лучше понять замысел автора. Для того, чтобы данная работа была эффективной, необходимо подобрать ту информацию, которая окажется полезной после изучения произведения. Так ребенок сможет ее соотнести с тем представлением о личности автора, которое сложилось у него в процессе чтения. Обратите внимание на то, что знакомство с личностью автора проходит в форме групповой работы. Каждая группа получает часть текста с биографией автора. После подготовки проводится беседа, в ходе которой дети делятся друг с другом той информацией, которую узнали о личности автора. Данная работа помогает развивать навыки самостоятельного изучения и анализа текста. Давайте посмотрим, как это работает на уроке. А сейчас, ребята, мы с вами познакомимся с жизнью и творчеством Льва Николаевича Толстого. Но для начала хотелось бы, чтобы вы прочитали его высказывание. Холида, прочитай, пожалуйста. Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Спасибо, Холида. Садись. Мы с вами, ребятки, вернемся еще раз к этому высказыванию сразу после того, как вы закончите работу в группах. У вас на столах есть карточки, информацию, в которых вы сейчас прочитаете, и поделитесь с нами тем, что вы узнали. Писатель принадлежал к старинному дворянскому роду Толстых, первое упоминание о которых относится к XVI веку. И я помню, что слово «муравейные» особенно понравилось мне, напоминая муравьев. В то время книга для детей было мало, и вот известный всему миру писатель. Итак, ребята, начинаем делиться информацией. Начнем с первой группы. Где родился Лев Николаевич Толстой? Холида. Лев Николаевич Толстой родился в усадьбе Ясная Поляна. Да, ребята, Лев Николаевич Толстой родился в усадьбе Ясная Поляна. А кто знает, где находится эта усадьба Ясная Поляна? Арнольд. Усадьба Ясная Поляна находится под русским городом Тулой. Отлично, Арнольд, садись. А кто мне скажет, в какой семье вырос Лев Николаевич Толстой? Нисо. Он принадлежал к дворянскому роду Толстых. К старинному дворянскому роду Толстых. Правда, ребят? Да. Садитесь. Ребята, а кто может рассказать про родителей Льва Николаевича Толстого? Про его маму и папу. Пожалуйста, София. Мария Николаевна, мама писателя, знала 4 иностранных языка, играла на фортепиано, любила рисовать и рассказывать различные истории, Отлично. сказки. Папа. Отец был веселым и остроумным человеком, помогал по дому и воспитывал детей. Да, ребята, София нам дала абсолютно точную информацию по поводу родителей Льва Николаевича Толстого. Но дело в том, что родители у Льва Николаевича умерли очень рано. Но он все равно не ощущал себя сиротой. И Ардашир нам расскажет, почему. Родители умерли рано, но несмотря на потерю, маленький Львовушка не ощущал своего сиротства. Его спасала большая и дружная семья. Бабушка, тетушки, братья и сестра. У Льва Николаевича было 3 братьев и сестра. Мальчики были очень дружны. Вместе играли, гуляли, мечтали о счастливой жизни для всех людей. Воспитанием детей занималась тетушка Льва Николаевича. Спасибо, Ардашир, за информацию. Садись. А как вы думаете, ребята, какая самая первая и самая важная книга была у Льва Николаевича Толстого? Фируза? Первая художественная книга, которую написал Лев Николаевич Толстой, называлась «Детство». Эта книга была самой любимой у Толстого. Она рассказывала о детстве мальчика Николеньки. А что отражалось в этой книге, Фируза? Семейные предания, первые впечатления о жизни дворянской Усадьбы.
него в детстве. Спасибо, Фируза, большое. Садись. Да, ребята, книга Льва Николаевича Толстого «Детство» была самой любимой его книгой. Но, несмотря на это, он выпустил еще одну книгу, которая называлась «Азбука». И про азбуку нам расскажет Абдулла. В то время книг очень было мало для детей. Ну вот известный писатель Лев Николаевич Толстой сделал новую книгу «Азбука». Лев Николаевич Толстой назвал эту книгу «Новая азбука». Самирочка, продолжи, пожалуйста. Читай, Самира. Новая азбука обучала родному языку, развивала художественный вкус, знакомила с бытом людей, жизнью природы. Спасибо, Самира. Садись. Да, ребятки, в новую азбуку Лев Николаевич Толстой включил свои лучшие сказки, лучшие предания и лучшие легенды, которыми он владел. А теперь давайте, ребята, вернемся к высказыванию Льва Николаевича Толстого, которое нам гласит о том, чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Скажите, ребята, что вы поняли из этого высказывания? Фируза. Чтобы понять, что такое добро, надо один раз сделать его, чтобы чутко понять, как оно делается. Прочувствовать его, правильно. Садись. Что вам хотелось бы сказать мне про Льва Николаевича Толстого? Это был очень добрый человек, это был замечательный человек. Давайте обратимся к рассказу, который мы прочитали сегодня. Это рассказ «Акула». Удивительно, ребята. Но Лев Николаевич Толстой ни разу не бывал на море. И несмотря на это, несколько его произведений связаны морской тематикой. Интересно, с чего бы это? Может быть, из-за того, что он сам очень хотел побывать на море? Или, может быть, у него очень хорошо развита фантазия? Кто знает?